Всем привет! С радостью объявляю запуск очередного выпуска информационно-развлекательной студии 11. По старой доброй традиции команда нашей программы на информационных полях республики собрала для вас все самое интересное, полезное и увлекательное. А о чем именно я говорю, узнаем из анонса. Свободная композиция. Молодые художники Коми написали эссе. Тропа здоровья. Пешие прогулки с познавательным уклоном. Коронованный салат. Юлия Панюкова поделилась рецептом оливье из личной кулинарной книги. Сегодня, 8 декабря, отмечается Международный день художника. От всей души поздравляем всех причастных, но мне кажется, что это праздник не только профессионалов и именитых творцов, а каждого из нас, тех, кто видит прекрасное в окружающем мире. Поэтому в честь этого дня порадуйте себя, например, знакомством с интересной экспозицией. Мы отправились на выставку молодых художников «Эссе». Что первично – субъективная или объективная реальность? Этим философским вопросом задается художник Анастасия Белолипецких в своей работе «Черная луна». Если издалека посмотреть на гобелен, можно увидеть движение по спирали. В этом, по задумке автора, есть цикличность нашей жизни, пространства и реальности. Сегодня ткачество вышло за рамки привычных проявлений, стало приобретать новые формы. И именно это перерождение позволило ему встать в один ряд с другими модными направлениями в творчестве. Я работаю на стыке современного искусства и народных промыслов, поскольку мне близки эти оба подхода. И я считаю, что, конечно, необходимо в наше время сохранять ценность и защищать ценность рукотворного труда. И поскольку все чаще работы, которые сотканы своими руками, относят к декоративно-прикладному искусству, я считаю, что это не совсем верно, потому что эти работы уже вышли на другой уровень, то есть современное искусство, оно идет вперед, и поэтому необходимы какие-то новые определения. И я свое творчество называю экспериментальным ткачеством. Всего в новом выставочном пространстве представлено около 50 экспонатов. Здесь живопись, керамика, аппликация, скульптура. Но однозначно отнести ни одну из работ к какому-то конкретному жанру искусства не получится. Здесь царит эклектика, отличительная черта современного творчества. Эксперимент. Именно этим словом я бы охарактеризовала экспозицию. Творцы ищут новое с помощью света, цвета или даже формы. Современные художники давно выходят за рамки традиционного для того, чтобы показать свой современный взгляд на вещи. Это скульптуры Анастасии Размановой. Проект называется «Аут», что дословно можно перевести как «вне». Вне себя, вне тела, вне события. Художник исследует физические и форменные преломления через поиск пластики в объеме и на плоскости. Большинство авторов, чьи работы здесь представлены, уже заявили о себе в профессиональном сообществе. Они постоянные участники всероссийских и зарубежных проектов, а некоторые уже состоят в Союзе художников России. Здесь все работы, у них нет какой-то общей тематики, но поскольку это художники в одной среде находятся, то все работы с друг другом взаимосвязаны. И эссе, потому что это как бы приглашение для рассуждения, чтобы зритель сам что-то нашел, увидел. То есть здесь нет конкретных ответов на какие-то вопросы, это наоборот приглашение к рассуждению, к созерцанию. Эссе – это продолжение выставки, приуроченной к 80-летию Коми-отделения Союза художников России, которая сейчас экспонируется в Национальной галерее. А с творчеством современных авторов можно познакомиться до 19 января в Сыктывкарском доме художников. Вход свободный. Тропа здоровья. Проект с таким названием уже несколько лет реализует Минприроды Республики Коми в окрестностях Сыктывкара. Маршрут проходит по живописным барам, на пути есть оборудованные кострища, постепенно устанавливаются беседки. При выходе на тропу есть возможность выбрать дистанцию 3, 5 или 8 километров. В планах у строителей тропы проводить не просто пешие прогулки, но делать их с познавательным уклоном. Подробнее обо всем узнал мой коллега Северин Арпал, представитель Министерства природы и охраны окружающей среды нашего региона. Мы находимся на одной из станций тропы здоровья, которая расположена под Сыктывкаром. Расскажите в целом про эту тропу, что она из себя представляет. Значит, мы в течение 5 лет уже реализовываем этот проект «Тропа здоровья». Сейчас начался
еще один из ее этапов. Тропа здоровья, она прежде всего направлена на культурно-оздоровительное времяпрепровождение граждан в лесу прежде всего. Мы с вами находимся буквально в 3 километрах от поселка Красный Затон. Здесь традиционно ведется гражданами сбор грибов и ягод. И помимо этого, помимо того, что граждане могут оздоровиться, мы бы хотели, чтобы эта тропа имела и образовательный характер. Зачастую мы с вами, находясь в лесу, понимаем, что да, действительно, какие-то мероприятия лесхозяйственные выполнены, но не понимаем конкретно, что было произведено, для чего это было сделано. И вот эта тропа здоровья, она направлена на образование, на популяризацию лесной отрасли среди жителей Республики Коми. И мы сейчас как раз перешли к одному из этапов организации тропы. Мы создаем объекты инфраструктурные. Вот в этом году мы на тропе изготавливаем 3 беседки для того, чтобы можно было остановиться. Начинаем наполнять тропу различными информационными знаками и баннерами, стендами, на которых разъясняется, какое мероприятие лесхозяйственное выполнено, для чего оно было нужно, с какой целью его проводили, какой будет результат в будущем. Кроме этого, у нас в планах мы полностью тропу планируем запустить к началу лета следующего года. Обязательно будем на ней проводить профессиональные лекции, мастер-классы, походы с гидом. То есть это такие будут образовательные, учебные какие-то мероприятия, да? Да, образовательно-оздоровительные мероприятия для граждан, прежде всего, города Сыктывкара, может быть, и республики. Кроме этого, на этой тропе у нас традиционно осуществляет свою деятельность работа школьных лесничеств в Республике Коми, которых у нас сегодня огромное количество в республике. На самом деле, живя в таком краю, хочется знать больше о работе лесничих, всех, кто связан с лесом, потому что все-таки это наше главное богатство, наверное, республики. Вне всякого сомнения. Я в качестве примера вам скажу, что мы сегодня проедем с вами, посмотрим. У нас созданы 8 лет назад лесные культуры. Можно прийти, будет прочитать стенд, что это за культуры. Они созданы, допустим, из породы, которая не характерна для прорастания в Республике Коми. Они были экспериментальные. В то время с участием Института биологии тоже проводилась такая работа. То есть на этой тропе масса всего интересного, о котором нам бы хотелось рассказать жителям Республики Коми. Хотя на первый взгляд кажется, что просто находишься в лесу, просто беседка. Оказывается, что если посмотреть сюда, посмотреть туда, можно найти много интересного. У каждого из нас есть свои новогодние традиции. Кто-то в 1000-й раз пересматривает в эти праздничные дни свои любимые фильмы. Некоторые пекут имбирное печенье, другие всей семьей лепят снежную крепость. Но несмотря на разнообразность январских ритуалов, все мы не можем представить торжественный бой курантов без оливье на столе. Рецепт этого салата свой у каждой хозяйки. Фудблогер Юлия Панюкова поделилась своим вариантом его исполнения. Здравствуйте, дорогие друзья! Ловите рецепт северного оливье. Для салата нам потребуется колбаса из оленины, яйца местного производства, огурцы домашнего засола, северная картошка со своего огорода, домашний маринованный лучок, зеленый горошек и зелень. И все это заправим домашним майонезным соусом. Все ингредиенты нарезаем аккуратными, одинаковыми по размеру кубиками. Готовим домашний майонезный соус. Желтки взбиваем 1 минуту на высокой скорости. Добавляем горчицу, мед и соль. Тонкой струйкой вливаем растительные масла. Добавляем уксус, прованские травы или другие специи по вкусу. Добавляем салат и перемешиваем. Берем красивую тарелку и выкладываем. Украшаем тертым белком яйца, микрозеленью, стружкой оленины, перепелиными яйцами с икрой. Вот такой у меня получился северный оливье. С наступающим Новым годом, друзья! Декабрь – удивительный месяц. Вроде времени до главного праздника страны еще ого-го, но пронесется оно со скоростью света. Поэтому наученные опытом люди уже вовсю готовят подарки для своих родных и близких. Продумывают праздничное меню, а некоторые даже приятными словами и поздравлениями успевают делиться. Республики
счастья, здоровья, чтобы дом был полон чаши. Ну и главное здоровье. Хочу поздравить с наступающим Новым годом всех жителей республики, всех работников Республиканского центра дополнительного образования, в том числе и директора, звукорежиссеров, работников костюмерно-пошивочной группы, не знаю, педагогов-организаторов, кого же еще, родных, маму, папу, сестер. Пусть у всех сложится в новом году все, что запланировано, пусть сопутствует удача, благополучие, всем любви, здоровья. Я хочу поздравить свою маму Наталью с Новым годом и пожелать ей всего самого наилучшего. Я бы хотела пожелать всем ученикам и учителям крепкой нервной системы. Я бы хотела пожелать всем здоровья, хорошего настроения и всем 11-классникам успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ. А я просто хочу сдать экзамен. Хорошо. Ну, все, конечно же, с наступающим Новым годом. Всем счастья и здоровья. И придумать, что подарить их близким. Чтобы было лучше, чем в прошлом году, то есть в этом году. Счастья, здоровья, ну и поменьше трат. В Центре культурных инициатив «Югор» наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Лучших определили в 8 номинациях среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. И в 4 номинациях среди некоммерческих организаций Республики Коми. Все подробности в нашем следующем сюжете. Конкурс «Лучший социальный проект» проводится ежегодно. В 2022 заявки на участие подали 43 предприятия нашей республики. На конкурс представили проекты в сфере спорта, образования, туризма, социального обслуживания и поддержки людей с ограниченными возможностями. Уровень проектов очень достойный. Проекты идут по разным направлениям. И в каждом проекте есть своя изюминка. И самое главное, что проекты характерны именно для республики. То есть они решают именно те социальные задачи, те проблемы, которые сейчас есть перед республикой. И у каждого свой интересный метод их решения. Одно из важнейших направлений для республики – туризм. В этом году спрос на посещение Коми заметно вырос. У нас есть что показать гостям и самим провести время с интересом и пользой. К примеру, один из участников представил на конкурсе экопарк недалеко от Сыктывкара. Олени, баня, дом Бабы-Яги для детей – все это можно найти в Лозымской пуще. Идея пришла очень давно, но стали реализовывать где-то года 4-4,5 назад. Вот. Не скажу, что она пришла во сне, эта идея, я ее выстрадал. Вот. Но сегодня мы имеем достаточно амбициозный, самодостаточный проект, который называется «Экопарк Лозымская пуща». Это даже не вопрос времени, это образ жизни. Это образ жизни, я так живу. Я без этого уже не могу. Специальный приз вручили директору Сыктывкарского детского города профессий Татьяне Коржовой. В этом мини-городе проводят профориентационные занятия для детей и обучают их финансовой грамотности. В силу возраста ребят объясняют им все в игровой форме. У нас детки, которые 9-11 класс, в принципе, выходят неподготовленные к взрослой жизни. Они не знают, куда идти, чем им заниматься. И проводить профориентацию уже только там в 9 или 8 классе, это уже, в принципе, поздно. Ребенок не раскрылся за это время. Самый хороший возраст, когда дети открыты, они полны своими идеями, талантами, у них не замыленный какой-то взгляд, нет каких-то барьеров. Это вот 4-12 лет. Как раз вот как наш проект рассчитан именно на эту аудиторию. Важная роль, потому что она заключается не только в коммерции, но именно в душевности, в тепле, в добре. Поэтому я думаю, что каждый здесь – это далеко не равнодушный человек нашей республики. Это еще не все, о чем мы хотели вам рассказать. Вернемся, чтобы продолжить после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
И снова привет! Как и обещали, мы здесь. Если вы пропустили первую часть эфира «Студии 11», не переживайте. Восполнить упущенное можно на сайте нашего телеканала jurgen.rf или в группе ВКонтакте. Но это потом, а пока давайте узнаем, что будет через мгновение. Вниз по Пижме. Место, куда сбегали старообрядцы со всей России. Место под елкой. Выбираем подарки для родных и близких. Правила общения с одеждой. Продлеваем жизнь объектам нашего гардероба. Наш телеканал подготовил специальный репортаж «Духовные наставницы». Съемочная группа отправилась в Усть-Цилимский район по реке Пижме, в самое сердце старообрядчества Нижней Печоры, чтобы встретиться с хранителями веры. В конце 17 века этот край стал убежищем для противников церковной реформы патриарха Никона. Они бежали сюда с Пиниги, Мизени, Заонежья, Двины и Центральной России. Сейчас здесь живут их потомки. Подробнее в репортаже «Студии 11». Пожалуй, самый сокрушительный удар по старообрядчеству нанесла советская власть. С мужчин брали документ об отречении от веры. И хотя подписавшие бумагу оставались преданными древнему благочестию, они уже не имели права возглавлять сельские общины. В советский период эту миссию взяли на себя женщины. До сих пор в отдаленных селах и деревнях староверие держится на женских плечах. В Замежной нас встретила Анна Семеновна Горбачева, 10 лет как наставница молельного дома. Старинные праздники мы молебны поем, по умершим поем панихиды, там за здравие поем, там молебны за здравие, или там, в общем, по что там просят, за что просят. В деревне Степановской молельного дома нет, и жители приходят к наставнице Татьяне Степановне Денисовой. В 60-е годы она училась в Ленинграде на киномеханика, вернулась домой, работала по специальности, объездила весь район. Вышла замуж, родила детей. Была и телятницей, и техничкой в школе, руководила клубом. Я ведь тоже выступала, пела песни, все. Мне все говорили, без твоего голоса мы не можем, потому что у меня второй голос, а все поют на первый. Я говорю, так я не буду уже сейчас, все равно. Так еще уже я занялась этим делом, еще же ходила. Говорю, Господи, накажет меня. И на горку ходила, и все, сейчас не стало. Песня и молитва не идут рядом. Надо что-то делать одно. Либо пой, либо молись. Изначально наставниками были духовные лидеры, которые жили в монастыре и все свое время посвящали чтению книг, молитве и общению с прихожанами. Когда в XIX веке скиты закрыли, слово «наставник» надолго исчезло из речи устцилемов. Крестьяне, проживающие в миру, в селах и деревнях, понимали высокий статус наставничества и называли себя иначе – грамотный грамотей или грамотная грамотея. Слово «наставник» вновь зазвучало на берегах Печоры, Пижмы и Цильмы уже в постсоветское время. Наставниками могли быть только мужчины. Староверы были очень начитанными людьми и понимали, что благословлять женщин на такое высокое духовное на такое духовное служение невозможно. Это мужское служение. Но, тем не менее, во времена, угрожающие искоренению веры, опять же обращались к известным исключениям из правил. Благословляли и женщин на духовное служение, но при условии соблюдения церковных требований. Сегодня в Усть-Цилимском районе на духовном поприще трудятся 7 женщин. Еще на рубеже 19-20 столетий известный исследователь Николай Евгеньевич Анчуков, который побывал в этих краях, отмечал: Усть-Цилемка ценится здесь не только как жена и хозяйка, но еще и как знаток и хранительница староверства. Специальный репортаж духовной наставницы староверы Нижней Печоры смотрите сегодня в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР.
В преддверии Нового года все ломают голову над тем, что подарить жене или мужу, детям, родителям, друзьям. Если спросить напрямую, не получится сюрприз, а если просто, как говорится, ткнуть пальцем в небо, можно не угадать. Об искусстве выбора подарка мы поговорим с психологом Ольгой Балябиной. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Ну не зря для того, чтобы обсудить эту тему, мы позвали вас, психолога Ольга. Вот есть ли какая-то разница, что, например, дарить экстраверту или интроверту, человеку, который, так скажем, любит общаться, или который больше в себе? Вот есть ли какая-то принципиальная разница в выборе подарка? Если вы хотите, чтобы человек, которому вы делаете подарок, был доволен, конечно, разница есть. Нужно обязательно учитывать психотип этого человека, возраст, его интересы. Тогда подарок будет принят искренне, и человек будет доволен. А есть ли какие-то, так скажем, психологические трюки для того, чтобы ненавязчиво выведать, что же человек хочет получить? Ну, один из трюков, прежде всего, да, это необходимо пойти в гости. Сами знаете, у нас есть хозяюшки, которые создают уют, и в такой квартире, в таком доме вы обязательно увидите наличие вазочек, статуэток, шишки, пряники на столе и так далее. Человек, который более строг в своих каких-то желаниях, да, он придерживается офисного стиля. Такому человеку безделушки, напоминания о поездке в Египет, либо там плюшевого зайца, сейчас наступает год кролика, дарить не стоит. А на чем стоит остановиться для таких людей? Для таких людей посмотреть, все-таки узнать его интересы. Мы же чаще всего подарки дарим своим друзьям, близким. Даже если это коллеги, мы все равно понимаем, чем они живут. И тогда уже исходя из их интересов. Человеку, который интроверт, который любит сидеть дома, находиться дома, неплохо подарить книгу. Это действительно так. Неплохо подарить что-то из рукоделия, если девушка, женщина любит там вышивать, вязать и так далее. Посмотреть, что это интересно, потому что все равно в беседе надо быть внимательным. Люди всегда проговаривают: ой, я вчера связала что-то такое, столько восторга, у меня столько радости, я сделала вышивку, наконец-то я ее закончила и так далее. Ой, мне подарили такую книгу, я теперь буду ее листать, она так вкусно пахнет, я могу ее перекладывать и так далее, и так далее. Есть люди, которые воспринимают подарки и по другим качествам. Да? Вы, наверное, слышали, у нас есть репрезентативные системы, это аудиальное, визуальное, то, как мы принимаем мир. И, естественно, человеку, который любит глазами, ему будет приятно подарить картину. Да, он будет ее смотреть. Может быть, это будет какой-то флешка с замечательными фильмами, не знаю, либо концерт вживую, кто-то его заснял и подарил. Вот. Аудиалу будут аудиокниги интересные, может быть, билет в театр, билет на прослушивание какого-то концерта, симфонической музыки. А вот дигитал – это чаще всего мужчины, то, что любят технику, там важны инструкции, правила, но это может быть и игра, потому что в каждой игре есть свои определенные правила. Кинестетику – это что-то мягкое, плюшевое, это когда жена мужа говорит: я так хочу шубку новую, она такая, вот если бы ты видела, она велюровая, мягенькая, такая хорошая. А с детьми сложнее или проще в этом деле? Вы знаете, с детьми ведь тоже тут есть определенные правила. Чаще всего подарки детям выбирают родители. Но они забывают, что подарок-то идет ребенку. И родители подходят к этому вопросу со своей точки зрения, что да, вот не хватает там Леночке какой-то куртки, вот было бы не против. Можно подарить Леночке действительно куртку, но пусть выбор будет за Леночкой. Она скажет: я хочу вот эту, тогда подарок будет действительно принят на ура. Вот. А подарить потому, что так удобнее, потому что мне это понравилось, это неправильно. Вообще мы не должны лишать детей детства. И все-таки, Ольга, как же отвечать на вопросы? Я думаю, каждому из нас его сейчас задают очень-очень часто. А что тебе подарить? Не нужно скромничать, не нужно теряться. Во-первых, этот вопрос совершенно посторонний человек вам не задаст. Да, вот так мы на улице же не подойдем и не спросим. Вот. Естественно, здесь необходимо понимать, что за человек спрашивает этот вопрос. Да? Вы все равно представляете, какие у него финансовые возможности. Можно, конечно, загнуть и попросить там поездку в Дубай и так далее, и так далее. Но понимаете, что этот человек не сможет вам это сделать. А признаться в том, что вы давно мечтали покататься на лошадях, да, либо увидеть северное сияние, и поехать вместе вдвоем по путевке, почему бы нет, можно в этом признаться. То есть всегда следует исходить именно из возможностей дарящего и из своих предпочтений. Конечно, это необходимо учитывать, да. Спасибо вам большое. Может быть, вам есть что сказать жителям республики с наступающим Новым годом, хоть до него еще чуть больше 2 недель? Вы знаете, время пройдет очень-очень быстро, и я рекомендую все-таки уже сейчас задумываться о приобретении подарков, потому что потом режим «белка в колесе», когда остается до Нового года буквально неделя, он помешает подойти к этому вопросу вам серьезно. И подарки могут быть сделаны совершенно куплены ненужными. И часто бывает обидно тому, кто подарил, вроде бы вкладывал в душу, а тот, кто его получил, потом передаривает. Чтобы этого не было, начинайте задумываться сейчас.
Спасибо вам большое за информацию, классных, полезных вам подарков, и вам, наши друзья, тоже благодарю. Спасибо и вам. Всего доброго. Теплый свитер и удобные джинсы в повседневной жизни выигрывают даже у самых стильных подиумных образов. Потому вещи, которые находятся в нашем личном топе, мы хотим сохранить на долгое время. Как это сделать? Если вы нашли дырку в любимых брюках, не спешите бежать в магазин за новой парой. Проблему поможет решить стильная термоклеевая нашивка. Ее нужно выбирать по размеру гораздо больше дырки, а в процессе наклеивания стоит строго следовать советам производителя. Этот же лайфхак подойдет и для того, чтобы обновить и внешний вид и придать изюминку старым или надоевшим вещам. Еще один совет, который поможет продлить жизнь гардеробу. Замените утюг на отпариватели. Процесс отпаривания гораздо менее травматичен для одежды, чем глажка, а еще такие бытовые помощники отлично убирают складки даже на самой тонкой и капризной ткани. Третья рекомендация. Обратите внимание на вешалки. Плечики из проволоки портят одежду, искривляют линию плеч. Выбирайте деревянные вешалки или вешалки с текстильным покрытием. Первые отлично подойдут для тяжелых осенних и зимних вещей, а вторые для одежды из деликатных тканей. Прежний вид можно вернуть даже севшей одежде, но для каждой ткани нужен свой подход. Мы раскроем тему на примере хлопка. Наполните раковину теплой водой, добавьте столовую ложку кондиционера для белья, стирального порошка или шампуня и тщательно перемешайте, чтобы средство полностью растворилось. Севшую вещь нужно замочить на 30 минут. После аккуратно и равномерно растяните ее, сполосните в холодной воде и высушите, как обычно. Вот вам и магия вне Хогвартса. Ну и напоследок положите в шкаф несколько веточек свежей лаванды. Так вы не только подарите своим вещам приятный запах, но и защитите их от моли. Пусть любимые вещи радуют вас как можно дольше, а мы продолжаем. В этом году природа особенно радует нас своей красотой. Белые и пушистые от иния деревья украшают улицы городов, сел и деревень Коми. А северное сияние появляется в разных точках республики чуть ли не каждый день. И повезло тому, кто успел лицом к лицу столкнуться с этим невероятным явлением. А я, человек, который ни разу в жизни не видел сполохи, сердечно благодарю тех, кто выкладывает эти прекрасные фото и видео в интернет. Житель Вуктыла Сергей Фомин на своей странице ВКонтакте опубликовал невероятной красоты видео. Красота, она ведь повсюду. Замечайте ее и делитесь увиденным, а еще делиться можно сюжетами нашей программы в своих социальных сетях. Пусть позитивных моментов в нашей жизни будет как можно больше, а в эфире была программа «Студия 11». Меня зовут Алена Туркина. Пока-пока.